Я девушка с инвалидностью. И эта история произошла не так давно. И история будет про харассмент и домогательство. Началась она очень банально. Мои друзья после вечеринки посадили меня на такси, ничего не подозревая. Я села в машину. Сначала это были совершенно обычные разговоры между пассажиркой и водителем обо всем и ни о чем, о погоде, о том, как прекрасен ночной город Бишкек. Ну, постепенно все начало скатываться в некие пошлости, в какие-то очень скользкие вопросы о том, сколько у меня было половых партнеров, или девственница я или нет, и так далее. Я попросила ехать водителя в тишине, на что он начал очень агрессировать, начал ругаться. Мне было очень страшно за свою жизнь, и не оставалось ничего, кроме как то, что положить свою руку ему на колено и вроде так поглаживать. Как только я пыталась убрать руку, он сразу начинал заново проявлять свою агрессию и говорить мне о том, что вот ночь, новостройка, неосвещаемая, страшная, я прям тебя здесь трахну, и никто это тебя даже не найдет, и все такое. Мне, конечно, было жутко и страшно за свою жизнь, некие последствия, поэтому я и не убирала руку, и даже улыбалась, шутила с ним, смеялась на какие-то его шутки. Дала номер, он говорил: давай я тебя поцелую. А я шутила, что вроде как все хорошо. Вот на первый раз я просто тебя за коленочку подержу, а потом у тебя есть мой номер, потом встретимся, и ты меня поцелуешь и так далее. Ну, в таком страхе я еле как доехала до своего района, и когда увидела впереди, что меня встречает мама, меня немножко отпустила. Из машины я вылетела пулей к маме навстречу. Вернее, мама еле как меня вытащила из машины. В общем, придя домой, я плакала и очень долго мылась в душе. Все потому, что мне хотелось все это смыть. Когда я рассказала о ситуации своей маме, мы, конечно, пошли к психологу прорабатывать эту проблему, эту ситуацию. В данное время я уже говорю об этом довольно открыто, но в тот год это был адский год, и этот опыт очень повлиял на меня. Проблема в том, что мы, девушки с инвалидностью, очень часто не можем убежать, не можем закричать. В таких ситуациях это очень-очень страшно. Мы как бы находимся в постоянном зависимости от своих насильников, что ли. Пусть даже это был просто таксист. Моя мама говорила, что
давай разбираться с этой ситуацией, давай там писать в службу такси и так далее. Может быть, даже там до суда это все доведем. Но в тот момент, так как мне было очень сложно морально самой это пережить, я совершенно не хотела этого. Но сейчас я очень даже сожалею, наверное, что я не довела это дело до какого-то логического завершения. Ведь всякое зло должно быть наказано, и все насильники должны быть наказаны. Что бы хотелось пожелать девочкам с инвалидностью в таких ситуациях? Знаете, милые, ваша жизнь стоит дороже всего. И когда на кону вот в этой ситуации стоит жизнь, и то, что тебя могут изнасиловать, и твой светлый ум подсказывает, что надо действовать в этой ситуации какими-то другими методами, пожалуйста, спасайте себя как можете. В тот момент я понимала, что мне ничего не спасет, кроме того, как бы запудрить ему мозги вот этими поглаживаниями, вот этими шутками. Пожалуйста, девочки, в таких ситуациях бывает очень страшно, бывают критические моменты, но пытайтесь включать свои мозги. Возможно, как-то под сиденьем позвонить кому-то из своих родных, чтобы они слышали разговор. Возможно, записать на диктофон. Но я не знаю, как уберечь себя от всего этого.